«Остановись, мгновенье, ты прекрасна». Нет, мгновение настолько прекрасно, что нельзя оставлять его в статике. Застывшие на полотнах Ливарсы Будба образы нартов должны жить, решили в команде культурно-деловой платформы ГУМа. Привлекли нейрокреатора и режиссера и добавили динамики произведениям живописи. Несколько лет назад в рамках национального конкурса абхазских вин при поддержке компании «Вина и воды Абхазии» мы сделали такой тизер, небольшую версию оживших полотен. Тогда мы смогли с помощью команды Даута Логова и его друзей реализовать, оживить полотно «Триптих Ливарсы Будба. Сказание о нартах». Но сейчас, буквально за 2-3 года, технологии так резко шагнули вперед, что с помощью команды, которую мы привлекли сюда, а это уже нейрокреатор Анри Гунба, это режиссер Тимур Кивскири, который помог нам облачить вот эту идею в уже окончательную концепцию, и с помощью искусственного интеллекта мы смогли сделать так, что несколько полотен разных абхазских художников, наших любимых, да, мы смогли сделать из этого небольшой проект. По словам Хибла, ожившие полотна – еще один инструмент для привлечения мировой аудитории к истории и культуре Абхазии. Это один из современных способов продвижения абхазской художественной культуры. Во-вторых, это использование современных технологий для того, чтобы показать миру, который не всегда может приехать и посмотреть в нашей национальной картинной галерее или в Центральном выставочном зале какие-то из абхазских полотен. А используя этот метод, мы можем показать всему миру, что такое абхазское искусство сегодня. Креативная команда оживила и те полотна, которые были утрачены в пожаре 2024 года. Одним из важных факторов является то, что мы смогли оживить, ну, в кавычках, да, те полотна, которые были утрачены. То есть несколько полотен, в том числе и Валерия Гамге, которые, к большому сожалению, были утрачены во время пожара в картинной галерее, тоже сегодня живут в рамках этого проекта. Оживлялись картины с помощью искусственного интеллекта. Нейрокреатор Анри Гунба месяц работал над тем, чтобы найти оптимальный вариант. Ведь нейросети не всегда с первого раза понимают, что ждет от них режиссер. Такой диалог с нейросетью происходит. Как правило, у меня это такая ночная работа, потому что днем музыкальный проект, а ночью вот именно общение с нейросетью. То есть ты как-то вот настраиваешься на то, что напротив тебя сидит какая-то вот творческая личность, некий разум, и такой диалог завязывается, ты ему рассказываешь о своих взглядах, видах, он тебе дает разные варианты, иногда, то есть такие крайности, что-то очень детское, что-то очень углубленное, и обычно выбираю что-то среднее, то, что можно уже показывать. Но процесс очень увлекательный. Консультантом проекта стал композитор Надар Чанба. По его словам, необходимо идти в ногу со временем, и такие проекты позволяют не отставать нашим культуре и искусству от мировых тенденций. Не было бы проекта, наверное, никто не умер бы. Но дело в том, что прогресс человечества так происходит. Нужны люди, которые все время находятся в авангарде, и все лучшее, которое сотворило человечество, оно преподносит людям. И я хочу поздравить всех нас, граждан Абхазии. 15 картин сумели оживить авторы проекта, но, по их словам, это лишь короткая версия. У креативной команды большие планы по оживлению полотен абхазских художников, в том числе и тех, чьи оригиналы были утрачены навсегда. Марианна Котова, Евгений Сильченко, Абаза ТВ.